тяжелый какой, блядь. Вот так и происходит, ребят. Жизнь в тайге. Первый день. Это подготовка всего. Заготовил дрова, это сырые дрова. Это на ночь. Да и вообще. Сейчас затопил. И буду подкидывать уже сырые дрова. Пусть тлеет, температуру держит. Утеплился. Вон. Раскидал снег. Но с крыши раскидаем, там вообще выше окна будет снега. Так что, но это надо сделать, потому что нижние венцы у меня не так сильно утеплены, а это поддержит тепло. Вот, дровишки вот тут сырые, там сухие. Здесь сырые дрова. Это с осени не подготовил. Хорошо, что когда дрова рядом тут, недалеко, не надо идти, скажем, куда-то в лес тащить на себе, или бывает на себе таскаешь вот так пару чурок, или же корытом, железное корыто здесь у меня еще есть. Бывает на корыте еще сухие дрова таскал. Тропинку в туалет почистил. Как без туалета никак. Все в снегу. Вот такой уровень. Снег очень рыхлый, вообще рыхлый. Вот такой верхний слой снега держит на лыжах, хорошо держит человека. А внизу вот как пшено. Вообще рыхлый. Вот так все выглядит, ребят. Так, ладно, сейчас в амбар мне надо еще
На лыжах схожу. До туда, бля. Без лыж тоже далеко. На лыжах, наверное, схожу. И там у меня одеяло, подушка. Так. И основное дело. Потом уже варка, готовка, ужин готовить. Целый день еще не ел. Чай только пил с хлебом, с конфетами. Желудок пустой, если честно. Жду не дождусь, когда чай закипит. Уже чайник на плите. В избе тепло, вот так открыта дверь. Смотрите. Хорошо. О, Ташкент. Прям вообще жесть, как тепло. Вот это понимаю, железная печка. Человека греет. Действительно, эта железная печка греет человека. Ой, бля, как я мучился с кирпичной печкой. Мама, не говори, на. 15 минут в избе тепло. Можешь там, бля, в футболке сидеть. Кирпичи греются, также поддерживает тепло. Ни на что не поменяю вот эту железную печку. Ни на что. Все. Я через кирпичную печь прошел и все, повторять это не хочу. Сейчас еще вынесу вот это ведро куда-нибудь. Приносил ведро воды. Осталось там, наверное, ну, меньше полулитра. Налил. У меня здесь умывальник полный. Чайник и котелок еще с водой. Все. Ведро закончилось. Придется снова сходить. Ну, вода нужна. Запас воды. Так, ладно, схожу. Ребят, дым пошел в избу. А там, оказывается, сейчас из трубы столько шняга вывалилась. Этот деготь, еще не сгоревший. Он прям очень много. За осень что вот набиралось. Вот сейчас все это 2 раза я стукнул этим. Вот смотрите, это осеннее все, такой слой. Все туда. Это прочистная. Для этого я сделал. Огонь, смотрите, идет как. Видите? Все, вроде закончилось. Все безопасно. А прикинь, если вот ты ночью уже ночуешь, все хорошо, и внезапно вот это все оттуда пойдет. Вот смотрите. И как он горит, интересно. Прям загорается. Там это слой, знаете, где-то миллиметров 5, наверное, вот это всего. Нехорошего, да. И ночью все это вывалится. Дымоход закроет. И можешь угореть. Опасно, бля. Так что имейте в виду. Наверное, знаете что? Как бы у меня двойной потолок, вот как вы видите. Лучше над трубой тоже хотя бы сантиметров 5 отверстие сделать. Основной огонь дальше пойдет. А здесь, чтобы вот если что-то упадет или что. Блин. Вот это первый раз такой. Так что имейте в виду. Если сразу прямая труба, безопасно все. А у меня-то двойной потолок. Вот. Как бы от топки идет вот так. Сейчас. Опа, вот смотри, опять ушел. Еще я вечером буду чистить его. Отходит. Вот я осенью чистил, но вот недостаточно. Сейчас вот после мороза все это дело пошло. Ладно, я вечером еще буду чистить. Так, наверное, на одну гайку закручу еще,
чтобы не открылась. Ну, чайник уже сейчас скоро закипит. Так, где еще второй болт? Вон он, гайка-то есть. Все. Хотел подкинуть дрова и услышал, как шорох, что-то упало из трубы. Потом стукнул, тук-тук, и дым пошел отсюда. Поэтому и как бы сразу решил почистить. Вот такие дела, ребят. Что происходит здесь у меня. Все показываю. Зато честно показываю, рассказываю, чтобы на будущее люди знали, что может быть. Может все вывалиться и можно угореть запросто. Чай, песок, туалетная бумага. Так, берем, надо заварить чай. Завариваю чай, ребят. Канди. Канди рулит. Ходил в амбар на лыжах. Так. Чай закипел. О. С горячий чай буду пить. Уф, напьюсь. Я не знаю как. Вкусный чай, между прочим, тут. Вода вкусная, мягкая. Так. Вот, оказывается, у меня есть в избе суп. Вот из этого суп сварим. Так. Распаковка таежная. Таежная распаковка. Термос. Надо допить. Это у меня сало. Все. Он такое. Вот это. Блять, так тяжело этот пауэрбанк, все. Так, ну и второй пакет еще у меня тут. Получается. Так. А все остальное. Это получается. Не буду поднимать. Там ничего такого нет. Взял масло. Буханка хлеба. И 2 консервы. Вот такие консервы. Калининград, мясо цыпленка и свинина люкс. Йошкар-Ола. Сейчас сварю из этого суп. Ну и все. Больше ничего нету. Больше ничего не взял. Макароны, рис, гречка, все есть тут. В своей избе. Продукты оставлял. Поэтому минимум в рюкзаке, чтобы лишнего ничего такого не было. Да и то, вот то, что я принес, это несколько килограмм весит. И дальние расстояния, скажу вам, я не буду никогда соленые огурцы в банках таскать или еще. Он мне просто не нужен. Я лучше масло возьму, какую-нибудь крупу, хлеб, консервы и все. Больше ничего не надо. Вкусно можно и дома есть. А тут продукты самые питательные нужны и легкие. Вот такие вот надо стараться в рюкзаке носить. Не, нафиг. Сперва чай попью, потом за водой схожу. Все пересохло в горле. Фу. Так.
Не понял. Это сейчас включился или включенный у меня был? Понял. Шутка юмора. Сукно. Конечно, вещь хорошая, но, блядь, вес тоже у него тяжелый. Тяжелая куртка. Он когда промокнет, пропитывает. Когда потеешь, влагу пропитывает. И из леса там. Лучше какую-нибудь синтетику потеплее надо. Что-то придумать. Но куртка хорошая, удобная. Вообще нигде ничего не жмет. Вообще не к чему придраться. Хороший. Так, кружка где надо? Вот такой вид сейчас у меня в избе. Как сказать, одеяло вот так повесил, как сказать, подушка повыше в тепле, чтобы нагрелась, и вот этот матрас тоже. Если не нагреть, просто он ледяной, насквозь он просто ледяной. Когда спишь, ты остывает тело. Лучше так нагреть. Вот, сейчас вода закипит, надо варить уже. Сейчас я просто буду напиваться. Первые стаканы до желудка не дойдут. Они просто вот здесь испаряются. 1, 2, 3. Вот потом уже начинаешь что-то понимать, как будто вот какая-то жидкость есть. Обалденно вкусно, честно. Но если из снега, вода совсем другая. В комментариях пишут, чтобы я из воды, воду из снега там топил. И нет, это дистиллированная вода, безвкусная. Пьешь и не напиваешься, вот просто. О, хорошо. На улице минус 8 градусов. Ну что, ребят, какие новости? У меня резко все планы изменились. Просто вот как карточный домик. Все развалилось. Позвонил домой, и так получилось, что мне послезавтра надо в больницу. Номерок дали. Ждал уже с осени. И как назло, на послезавтра. Я хотел завтра и послезавтра не спеша домой идти там. Но, наверное, придется завтра вечером. Где-то километров 10 тут поброжу там. И уже обратно. У меня там лыжня. По целине здесь напрямик пойду, потом по лыжне уже легче идти. Блядь, такой облом. Прям настроение вот, знаете, вот сегодня с утра с таким настроением я шел. Просто вот я хотел отдохнуть пару дней, просто спокойно. Нет, вот это, или я не знаю, закон подлости, или же такая судьба, блин. Вот надо ехать и все. И отказаться тоже не вариант, потому что ну просто на прием не попасть. А в здоровье самое главное, это самое важное, это у человека, конечно же, здоровье. Как ни крути, надо провериться там и обследоваться нормально. Придется обратно идти, что поделаешь. Каждый раз, вот каждый звонок, вот постоянно, вот. Ну вот осенью то же самое, вот ты когда дома и звонишь, того и бойся, что вот все нормально, чтобы дома, ничего такого не придется тебе дернуться и ехать обратно. Вот. А сегодня вот такой гром среди ясного неба так получилось. Ай, блин, обидно. Обидно, когда все планы рушатся прям. Ничего с этим не сделаешь. Вот по какой полосе должен человек идти,
по такой дороге идет. Все, это по-другому не будет. Снег пошел на улице. Ладно, в избушке тепло, я сейчас буду уже раздеваться и отдохнем, силы наберем. Завтра тяжелый день. Побродим вдоволь, прям вдоволь наброжусь, и чтобы уже до темна, скажем, и домой прийти, чтобы приехать уставшиеся, и все, чтобы было хорошо. А в больницу придется съездить, как ни крути. Отказаться не вариант. Надо обследоваться. В общем, вода закипела. Сперва я скипятил, потом вылил эту воду. И по-новому ставил там. Это уже другая вода. Так, ребят, я не нашел открывашку, никак не могу найти. Хотел мясо цыпленка сварить, но не нашел, не знаю, куда я положил. Как сказать, а вот этим, как же этот ножом не хочется, нож только заточил, не хочется в консервную банку открывать. Одним словом, вот это удобно. Йошкар-Ола сделал вот такое и открываешь, просто легко. Так, дальше у нас куриный суп. Вот такие макарошки. Все это будем кидать. Обожаю этот суп, просто обожаю. Сейчас, прикалывается на один подписчик, когда говорит, будешь уже варить суп пачковый. Вот, пожалуйста. Ленивый суп сварим. Сперва в ход пошел пачковый суп. Дальше консервы пойдет. О, хорошие консервы, между прочим. Всегда тут мясо найдешь. Желе. Обожаю. Целый день не ел, вот и сейчас все обожаю, честно. Все хочется. Ну вот сейчас. Все это дело туда закинем. Полную банку. Чтобы суп наваристый стал. Получилось. Вот. Желе, все это дело. Но жир не стараюсь. Жиром не нужен. Так. Все вроде. Все ништяк. Все. Видели? И макароны еще туда бахнем. Прямо на глаз. Много не надо. Наверное, же хватит. Это вместо картошки будет. Картошка тяжелая, чтобы в рюкзаке носить. Пачковый суп вместо приправы. А все остальное, макароны, это уже вместо картошки. Ну и тушенка вместо свежего мяса. Все. Посолить еще на вкус. Лежу, ребят, балдею, отдыхаю. Просто немножко тоже усталость есть, как говорил. Но не так сильно устал, как бывает по колено, когда проваливаются лыжи. Вот тогда сильно, просто ужасно устаешь. А сегодня, было легко. Вот сейчас ходить, прям удовольствие получаешь от ходьбы. Полежал тут, немножко обмозговал всю ситуацию. После звонка я в шоковом состоянии был. Немножко
неожиданно все как, когда планы вот все меняется, ну это огорчает. Поэтому я немножко расстроен. Ну, надо смириться. Вот так просто вот время пройдет и все становится на свои места. Вот такие дела. Сейчас жду, когда приготовится ужин. Ну и будем ужинать. Сейчас уже никуда я не пойду. Темнеет уже. Жарко. Фу, бля. Как я красуюсь вот с этой печкой, прям балдею. В трусах лежишь, вот просто огонь. Буржуйка радует, ребята. Ну, конечно, тут что вывалилось из трубы, это тоже что-то с чем-то. Всякая разная шняга там, блин, со стенки трубы вот отошла вот этот все, шлак этот, что вот смола с конденсатом, что вот образуется. И между прочим, вот это где-то миллиметров 5 толщиной, самое опасное для железной трубы. Бывает, мне говорили, что все это шняга загорается. Действительно, он как упадет в печку, он сразу загорается. И это, говорит, как порох. Это все загорается, и труба начинает гореть, прям становится пламенной, ну, красная труба. Накаляется все. Вот так у меня все тут. Ковров нету. Все по настоящему, как и должно быть в охотничьей избе. Вот, пожалуйста, портянки. Изношенные, истоптанные. В прошлый сезон, я не знаю, пару сотен километров я прошел. Несколько сотен. Ну, в общем, убил я эту портянку. А портянки хорошие. В пеший поход прям самое то. Вот. Ладно. Ждем ужин. Скоро, надеюсь, будет. Ну, минут через 20 уже готово будет. Хорошо. Вот это и есть настоящее, вот когда ты один. Без суеты. Без суеты. Вот поверьте, вот нету никакой суеты. Вот я захотел, я лег. Мне хочется в тишине полежать. Я лежу, и не надо там напарника там веселить или слушать его, как он будет там что-то говорить. Все спокойствие. Вот. Отужинал, ложишься, отдыхаешь. Вообще здорово. Кайф. Да. Давно я тут не был. Прям соскучился от избы. Прям соскучился. Ноябрь, декабрь, январь, февраль почти заканчивается. Ну, 4 месяца, считай, я тут не был. Надеюсь, будут еще походы по снегу. Так, ребят, с осени я наживлял. Вон, пожалуйста, мышка-нарушка. Хвостик съели у нее, у мышки. Он попался. Каннибалы. И даже не только съели, но и сгрызли. Вон, смотрите, сгрызли доску. Видите? Бывает вообще полностью, если щель большая, он умудряется полностью вот мышку съесть оттуда. Жать хочется. Вот так запенил там. Фундамент, вон, смотрите, ребят. Кто смотрел у меня фильм, как я ремонтировал. Вот, смотрите, смолистые плахи там. Бревно не прикасается к земле. Конечно, туда и лучше было бы какой-нибудь покрышку, фундамент, покрышку.
Так, ну, пропенил. Все четко. Провода. Раньше электричество тоже проводил. Не нужен он мне. Вот, пожалуйста. Вот электричество. Лампочка. Все есть. Не люблю я при ярком свете там. Тут, конечно, что-то какое-то испарение откуда-то или из земли, вот и ней, или же с улицы как-то не полностью, может там какая-то щелина осталась, но снаружи вроде все нормально пропринял. Вот так. Все это Олег сделал в прошлом году. Хотел в этом году, я, ребят, с полом разобраться, там пол разобрать, там все это. Блин, я-то сейчас вот посмотрю, он просто железобетонно у меня лежит. Зачем трогать? Лишние работы сделать. Контент можно сделать. Это ремонт избы, продолжение. Но не в этом году, наверное. Вот кровлю, крышу, с крышей разберусь. Крышу буду я, как сказать, ремонтировать. Крыша у меня начинает протекать, и это в первую очередь вот закипает. Пожалуйста. Макарон, конечно, немного туда. Надо было меньше макарона. Пожиже надо было суп сделать. Приготовить, я имею в виду. Вот такой наваристый зато, ребят. Вот, пожалуйста. Это настоящий охотничий суп. Как сказать, в тайге макароны с тушенкой. Или же суп из макарон там. Самый быстрый вариант готовки. Так что не надо заморачиваться на долгий процесс готовки. Здесь вот такая вот, как же это-то, как это называется-то? Бля, плинтус. Плинтус у меня на сколько там, ну примерно 5 сантиметров выше. Это я вот приподнял избушку, и все это с бревнами вот выше приподнялось. А хотя я вот этим плинтусом зажимал эти доски. Нормально все. Мне все устраивает, ребят. Не хочу, как другие, сам по себе я. Мне вот, пускай он неровные доски, но мне это все устраивает, понимаете? Пусть там кто как может делает, а я вот так все сделал и живу. Вот тут и ней. Но это, наверное, из подполья все так и идет. Пар. Да. Все бревна в вине. Я говорю, этот ледник, подполье здесь. Все лето еще во льду будет. Все лето до осени. Не растает он просто так. Ребят, за освещение не судите строго. Один фонарик у меня. Есть лампа. Летучая, не летучая, а вот именно керосинка. Но не хочу уже его я сегодня включать. Я сейчас поужинаю и на боковую спать. Полная кастрюля получилась. Я сейчас с плиты взял этот, я не знаю как назвать, макаронный суп, ленивый суп. Или отсюда, наверное, даже посуду не буду я пачкать. Прям с кастрюлей буду кушать. Вот сейчас покажу вам. Вот что получилось. Макароны, пачковый суп, тушенка и такая бурда. Вот. Правильнее. Хорошо. Макароны вот только слишком развариваются. Что-нибудь, какой-нибудь другие макароны надо купить. Не для супа это. А так, в принципе, вкусно. Поверьте. С пачковым супом вкусно получается. Так. Ну что сказать про сегодняшний день. День прошел. Нагулялся. Устал даже.
Про завтрашний день ничего не могу сказать. Все увидим завтра, как будет. Но птиц, конечно, нету. Сейчас уже я принципиально на птиц не охочусь. Все. Сейчас уже, хоть я встречу там глухаря, хоть в упор сидит, я стрелять не стану его. С оружием хожу в надежде увидеть там следы волков или еще какой-нибудь хищника какой-нибудь. На что у меня есть разрешение, лицензия. Да, спрашивали, до какого числа на волков охота открыта. У меня лицензия, я вот сейчас перед походом я посмотрел, лицензия действует до 31 марта. Так что смело можем мы с ружьем ходить до 31 марта. Никто ничего тебе не скажет за это, что у тебя с собой ружье. Даже, ну, скажем, в марте уже, в начале апреля-то уже шатуны пойдут. А медведи уже выходит из берлог. В марте все равно ради безопасности можно носить. Или же чисто ради охоты на волков. Без проблем. Кроме этого, еще до 20 марта можно охотиться на куропаток. Такие правила охоты. И на все это у меня есть лицензия. Целая кипа бумаг с собой ношу. Слишком много макарона, конечно, я бахнул сюда. Хотел жидкий суп, но не получилось. Как всегда, густой. Или норму надо знать, вот скажем, полстакана, как у нас Викторовна макарон варит, на 2 человека. Стакан макарон для 2 человек вполне достаточно. Скажем, для гарнира. А здесь я бахнул, наверное, много. Сейчас я буду очень много есть. Потому что у меня желудок пустой. Надо просто набить желудок полностью. И завтра с утра аппетита не будет, как всегда. Сейчас я съем нормально. Да, насчет сегодняшнего дня. Дошли мы до второй избы. В принципе. Я был настроен, что я сегодня буду ночевать здесь. Снимал, что как было, я вам показал. Завтрашняя съемка, не знаю как. Это уже... Может сниму что-нибудь, может нет. По настроению, по возможности. Но это завтра уже будет. Ладно, ребят, не буду я вас раздражать едой. Верю, многим не нравится. Ужинаем, отдыхаем. Завтра с свежими силами снова в путь. От силы я от избы где-то километров 10 пройду, а на остатки силы уже я буду экономить, чтобы обратно дойти до Бурана, снегохода. Завтра тяжелый день будет. Хочется еще мне погулять с оружием, с карабином. Ну и, блять, так получилось, что надо обратно ехать. Ничего не поделаешь. Не спеша хотел я просто насладиться походом, но не получилось. Что поделаешь. Надо ехать. Вот. Ладно, ребят. Пока.
До завтра. Я дальше ем. Сейчас еще дрова занесу на ночь там. И все. Встретимся завтра. Пока.